Зачем нам надо возвращаться все время к вчерашней и дальней нашей истории чеченского народа? Вот как раз исходя из вашего вопроса. Американский философ Джонатан Сантаяна говорил: народ, который не помнит своего прошлого, обречен вновь пережить его. Как вы сказали, 80-е годы, 1980-е годы, это годы не только особенно, не только значимые в истории чеченского народа. Это годы наибольшего рассвета чеченского народа в своей истории. Вы знаете, после выселения в 1944 году, как мы говорим, в Сибирь, а фактически Казахстан и Киргизию, чеченский народ по одним подсчетам потерял 1/3 чеченского народа. И вот наше возвращение в 1957 году, оно состоялось вопреки желанию некоторых руководителей всесоюзного масштаба. Но, видать, Всевышний Аллах еще раз смилостился над чеченским народом. Почему? Потому что в Казахстане весь разговор, любая встреча начиналась с вопроса: когда мы вернемся на родину? И первые письма, которые разрешили нам писать в адрес высшего руководства страны, начинались с этого вопроса, что мы безвинно пострадали, что это и есть фактически, я подчеркиваю, это фактически. Не было у нас столько предателей. Даже Филькин Василий Иванович, председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны, участник, он говорил, что после неоднократных встреч и бесед вызова первого секретаря города Москвы в Кремль на совещание, его все время упрекали то, что в Чеченско-Ингушской республике развит бандитизм. И вот он пригласил, тогда Филькин был, Василий Иванович, секретарем Чечено-Ингушского обкома партии по организационным вопросам, и сказал: разберитесь, поедьте, где эти бандиты, разберитесь. Создали комиссию, и вот в эту комиссию вошли партийные, советские кадры, работники административных органов, и они выехали в горы, в котором говорили, что в горах восстание. Восстание среди чеченцев. Так вот, за несколько дней они не увидели ни одного бандита. Ни в одном селении, в котором фигурировало, как будто там находятся бандитские формирования. А тогда министр внутренних дел НКВД, как тогда называлось, был Албагачиев. Ингуш по национальности. Один из ближайших, будем так говорить, соратников Берии, могущего в истории СССР, когда ему задали вопрос: где же люди, где же бандиты, которых вы сообщаете регулярно в Москву? Оказывается, НКВД ежесуточно утром докладывал, как и военный НКВД, военный комиссариат, КГБ, сам обком партии, Совет министров, ежедневно утром уходит информация, что произошло за сутки по стране. И в целом картина была, что же происходит в нашей стране СССР. Так вот, то, что передавал Албагачиев, оно не соответствовало, видать, действительности. И ему говорит Василий Иванович Филькин: ну покажи, в конце концов. Он говорит: мне надо выехать, посмотреть, встретиться со своими осведомителями, и я вам скажу, где находятся бандиты, в каком селе. Он уехал вечером, вернулся к утру, уже 10 часам, но уже где-то 4-5 утра комиссия увидела, что летят самолеты мимо них, как говорится, по воздуху, улетели дальше в горы, и были слышны взрывы.
Подъехал Албогачиев и говорит, я это вызвал, потому что мне сообщили, что бандиты находятся в таком-то селе. Филькин настоял поехать туда, хотя Албогачиев отказывался, комиссия поехала, и Албогачиеву пришлось идти за ним. И вот они, приехав в село, увидели, что нет ни одного бандита. Бомбили мирное село. Так вот, желание показать себя на работе, желание получить государственные награды, получить уважение, все это в кавычках, толкало некоторых наших войнахов на приукрашенной действительности и показухи своей работы. Карьеристы. Потому что не было ни одного бандита, а в Москве читали, что есть бандиты. Так вот, на всю республику в то время было всего 51 бандитская группа, в котором было 350 с лишним человек. И никогда, я подчеркиваю, никогда такое бандитское формирование не могло влиять, когда десятки и десятки тысяч чеченцев, ингушей, другие народы, населяющие нашу Чеченскую республику, участвовали в Великой Отечественной войне. И тем более в 1944 году фронт откатился далеко на запад. И если вы взглянете на карту Советского Союза, то вы увидите, что дуга, до которого дошли фашистские полчища, то она, начиная от Архангельска, Мурманска, тянулась Ленинград, Москва, Сталинград и вот до Черленной узловой. Вот станица Черленная узловая, вот до туда дошли, то есть Наурский район. Фашистские полчища только ступили на часть чечено-ингушской территории, город Малгобек. Тогда Наурский район, Шелковской район, станица Черленова отходили к Ставропольскому краю, и за рекой Терек как раз начиналась, граница проходила по реке Терек. То есть они не ступили на чеченскую землю. А Гитлер сказал, это официально во всех документах, о том, что если он после Сталинградской битвы и потери, если он не возьмет нефть и нефтепродукты Грозном, не захватит Грозный и Азербайджан, то он проиграет войну. Так вот, труженики тыла, советская армия остановила фашистские полчища до захода в Чечено-Ингушскую республику и захвата Грозного. Беспримерным подвигом. И обидевшись, разозлившись, Гитлер разрешил бомбить город Грозный. И весь город Грозный фактически превратился в один факел, в котором горел весь город, в котором горел весь город. И вот в заводском районе, Шейх-Мансуровском районе, стоит памятник пожарникам. Так вот, этот памятник пожарникам поставлен героическому подвигу людей, которые тушили нефтехранилища, тушили заводы, которые разбомбил Гитлер, думая, что он навсегда выведет из строя нефтеперерабатывающую промышленность Чечено-Ингушской ССР. Так вот, исходя из этой ситуации, выселение чечено-ингушского народа – это был преднамеренный, я подчеркиваю, преднамеренный политический шаг. Почему? Вот этот вопрос нужно, чтобы наши ученые, историки, действительно покопались в документах, архивных документах Советского Союза и выяснили, в чем дело. А дело в том, что никогда, я подчеркиваю, никогда в истории чеченского народа после 20-х годов, когда председатель Совнаркома был в Чеченской республике, чеченец,
После этого никогда в руководстве Чеченской Республики первые должностные лица занимали лица другой национальности. И именно другой национальности. Никогда не был чеченец первым лицом Чеченской Республики. До 1991 года, первый секретарь, вернее, до 1989 года, до избрания на демократической основе из двух кандидатур, когда победил и стал первым секретарем Чечен-Ингушского обкома КПСС Доку Гапурович Завгаев. И даже когда выселяли нас, председателем Совета Министров, Чечен-Ингушской ССР был не чеченец. Он писался чеченцем, но он никогда не был чеченцем. Это были выходцы из Дагестана. Я к чему это говорю? Любой народ, если он хочет прекрасного будущего своим потомкам, своим детям, своим внукам, хочет, чтобы наш свой народ не пропадал в истории человечества, он старается создать такие условия, чтобы дети жили лучше, чем отцы, внуки лучше, чем его дети и так далее. А у нас наоборот. У нас каждые 50 лет практически начинается борьба за свободу, за независимость. От кого свобода, независимость, никто не задумывается. Сегодня нет свободных независимых государств. Любая республика, будь она автономная, будь она субъект, будь она отдельное самостоятельное государство, оно примыкает к какому-то тому или иному блоку. Будь это НАТО, будь это Соединенные Штаты Америки, будь это то или иное, как бы ни называлось это объединение, но оно должно примыкать. А мы жили в самой могущественной стране. В самой могущественной стране, занимая второе место. Безусловно, на первом месте были Соединенные Штаты Америки. Но мощь Советского Союза была до такой степени, как победителя во Второй мировой войне, решивший исход Второй мировой войны, имеющая на своем балансе 5-миллионную армию, что ни одно государство